Еще солнце не встало в Вашингтоне, а возле отеля «Хилтон» уже толпы нарядных людей. Одни приезжают на такси и идут пешком ко входу отеля. Других привозят кортежи. Пока политики собираются на завтрак с президентом, к отелю подходят протестующие с плакатами «Мы рады беженцам» и «Люби своего ближнего без исключений». Джеймс приехал к Хилтону перед работой. Я здесь, потому что у меня есть очень много друзей, которые работают с беженцами и которые сами иммигранты. Я хочу их поддержать. Поддерживают тихо, молитвой, ведь кричал от лозунгов. Конечно, как священник, я верю в силу молитвы, и сегодня идеальный повод ее продолжить. И я надеюсь, нас услышат. Некоторые политики благодарили протестующих, некоторые нервно проходили мимо. К приезду президента от отеля всех попросили отойти. По тихий мирный протест и молитву собирались гости сегодня на национальный молитвенный завтрак. В нем примут участие около 3500 политиков, общественных деятелей и дипломатов из разных стран мира. Традиционно на национальном молитвенном завтраке выступает президент. В сегодняшней речи Дональд Трамп говорил в основном о мире во всем мире и о борьбе с терроризмом. Люди в этой комнате имеют разное прошлое. Вы представляете много религий и взглядов, но все мы едины нашей верой в нашего Создателя и зная, что мы все равны в Его глазах. Среди иностранных гостей и многочисленная украинская делегация. По разным оценкам, в Вашингтон приехало от 50 до 70 политиков и чиновников. Присутствовала бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко, глава антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий и бывшая соратница Виктора Януковича Анна Герман. Речь Трампа, вы слышали, была просто прекрасной. Рядом со мной сидела Юлия Тимошенко, и она тоже была очень взволнована происходящим. Приехала на завтрак и депутат от оппозиционного блока Юлия Левочкина. Говорит, для поездки взяла специальный отпуск. Мы не считаемся официальной делегацией здесь. По-моему, никто из парламентариев, это не официальная делегация от Верховной Рады. Это приглашение, которое получается индивидуально организаторами завтрака. Специально есть комиссия. Политиков на завтрак приглашают официально сенаторы и конгрессмены. Считается, что участие в мероприятии бесплатное, но от приглашенных приветствуются пожертвования. Национальный завтрак проводят в первый четверг февраля ежегодно, начиная с 1953 года. Считается, что это мероприятие не политическое, и главная цель – это обмен опытом, возможность поблагодарить за дружбу и совместная молитва. Хотя большинство из присутствующих – это государственные деятели разных стран, поэтому завтрак используют для неформального общения с американскими политиками и лоббистами. Леся Бакалет, Сергей Соколов. Настоящее время. Америка. Вашингтон.